Узбек Бамангиревич, когда вы в 2008 году республику возглавили, всем было понятно, да, что три основные проблемы, и вы, собственно, об этом сказали, когда принимали пост. Да, для республики актуальная. Это сложная криминогенная обстановка, теракты, взрывы, там, убийства, коррупция и безработица. Как бы вы сейчас охарактеризовали положение дел в Ингушетии? Есть хорошие сдвиги, хорошие позитивы. Если взять по главному блоку вопроса, это убийства, взрывы, теракты, конечно, сейчас разница колоссальная. Она вообще не соответствует той, что было. Иногда задумываешься, а было ли это вообще здесь, в республике. По блоку коррупционной схемы здесь довольно серьезная работа проведена и ведется сейчас. Я тоже должен сказать, что ярко выраженного коррупционного направления, конечно, сейчас отсутствует. Есть моменты, есть направления, идет работа, но тем не менее сама борьба с коррупцией, она носит характер такой беспощадный. Расскажите, как ведь на Кавказе клановость, она священна. И, в общем, клановость – это одно из препятствий в борьбе с коррупцией. Я думаю, что мы больше сочиняем. Нет никакой клановости, нет такой ярко выраженной там системы, когда друг друга покрывают. Есть те, кто работает законно, хорошо, отдают себя. Есть те, которые лезут в коррупционные схемы. Мы работаем, и этот потенциал, он есть. Люди начали осторожнее уже лезть в эту коррупционную схему. И, по крайней мере, того, что было, уж точно этого нет, и далеко не так. По безработице скажу. Если в 2009 году безработица была 52, если память не изменяет, процентов, то сегодня это 31%. И перспективы мы так и закладывали, что к концу 2019 или 2020 года мы должны минимизировать уровень безработицы. А где люди работают, где заняты в основном? В разных сферах. Мы сегодня видим такую ярко выраженную перспективу в ликвидации безработицы. Это поддержка малого и среднего предпринимательства. Хорошая форма, она себя проявляет, показывает. Это стабильная зарплата, почему? Потому что малым и средним предпринимателем занимаются те, которые производят продукцию рентабельную. Даже в кризисы они не пропадают, они наоборот там являются индикаторами такого движения вперед. А вот тогда, в 2009-м, вас хотели напугать или устранить? Бесспорно хотели не напугать, а устранить, ликвидировать. Так получилось, что не повезло им. Можно ли говорить о том, что Ингушетия республика религиозная? Люди религиозные? Я религиозный, но не фанат. Второй раз. Второе, мы религиозная республика, мы и в советское время, и в самое тяжелое время мы всегда молились, выполняли свои функции. Я про себя даже скажу, я и в армии, когда офицером был, не все знали, что я молюсь, но я этим и сейчас не люблю это все на показ выставлять. Почему? Потому что религия – это внутреннее дело каждого, это не показуха, это не публичность. Есть публичные религиозные мероприятия, где надо участвовать, а остальное – это твое внутреннее содержание. Это тебя касается, твоей семьи касается. Поэтому, да, мы религиозные, я в том числе, но я бы хотел в религии уходить от фанатизма. Почему? Потому что фанатизм, он приводит к каким-то таким экстремистским идеям. Уровень религиозного экстремизма в Ингушетии, как можно было бы оценить? Сегодня его практически нет. Сегодня его нет. Был период пика, когда мы его наблюдали, и он больше, я бы сказал, не религиозный экстремизм, а сколько, прикрываясь религией, экстремисты пытались пополнить ряды тех же членов банд-подполья или же набрать новых рекрутов в себе, опираясь на религию. Но это не прошло, все равно год, два, три, это все стало понятно, кто какие цели преследует. Поэтому сегодня присутствует отдельные направления, мы над этим работаем, но тем не менее я бы не сказал, что у нас сегодня присутствует ярко выраженный религиозный экстремизм. Есть ли информация о том, что кто-то, может быть, из ингушей сейчас воюет на стороне боевиков в Сирии? Вы что-нибудь об этом знаете? Бесспорно есть. Мы работаем с родственниками. По разным каналам они нам известны. Против 67 человек возбуждены уголовные дела.
Нам сегодня известно о более чем 30 уже убитых там наших граждан, которые поехали туда воевать. А в целом список, который мы сегодня наблюдаем, это 97 человек. Вот что такое «мы работаем»? Что стоит за этой фразой? Знаете, есть одно дело индивидуальная беседа. Мы когда приглашаем, есть те, которые приходят в своем большинстве, а есть те, которые не приходят. Вот те, которые не приходят, с ними индивидуально мы беседуем. Вот эта беседа, скажем, и не просто с отцом, с матерью ушедшего этого человека, а приглашается в том числе брат этого отца, то есть дядя этого молодого человека, тетя, ближайшие родственники. Во-первых, для членов семьи. Да, тот факт, что кто-то из там, близких мужчин да, ушел воевать, ну, так сказать, вообще примкнул к терроризму, к террористам, это трагедия или это ну, просто факт? Нет, это трагедия, бесспорно. Но в своем большинстве, конечно, они понимают прекрасно и публично в том числе осуждают действия. Есть такие родители, которые говорят, что нам легче, если его там убьют, чем он там где-то там опозорить нас, совершив различные преступления. А отношение соседей к таким семьям, оно осуждающее? Люди все-таки не привыкли публично там, говорить вам, там, что вы вот, там, не воспитали, не довоспитали. Но при этом соседи, те, чьи дети ушли в бандподполье, они все равно чувствуют вот эту там, общую атмосферу невосприятия их теми же соседями, односельчанами. Что тоже является не совсем хорошим моментом. Почему? Потому что мне не хочется, чтобы эти люди уходили в себя, чтобы они создавали отдельные свои там анклавы. Ну, случилось. Признаете свои ошибки, там, потому что давайте вместе выходить из этой ситуации. А есть ли те, кто пытается вернуться домой из тех, ну, Да. из Сирии, например? Бесспорно есть, они живые люди, и прошу вас принять меры, чтобы эти люди были под контролем, чтобы эти люди были трудоустроены, чтобы на этих людей обратили особое внимание, чтобы им помогли адаптироваться в жизни. Вот это о чем мысль, что ни я, как руководитель республики, ни власти, ни органы правопорядка не заинтересованы в том, чтобы добить, а наоборот помочь и на этом примере показать любому, кто оступился, вы идите к нам, мы вам поможем. Но контроль – это понятно, это функция государства, следить за теми, от кого… Тут даже не контроль. Мы должны к этим людям особо отнестись. Особо, почему? Потому что они нам поверили, они вышли, и да, мы их не трогаем, мы их не преследуем, но мы должны им помочь стать на путь, чтобы они работали, при том, даже если нет рабочих мест, найти им работу, чтобы они были адаптированы в жизнь уже. А вы верите? Вот человек да, принял решение связать свою жизнь с террором. Потом по каким-то причинам или передумал, или, может быть, получил какое-то, простите мне эту конспирологию, да, задание. И возвращается домой, на Кавказ, да, в место, которое очень легко использовать там, провокационно, скажем так. Вы им верите? Верю. Почему? Потому что есть примеры. Мы практикуем в республике такое понятие, как все руководители в один день принимают граждан по своим направлениям. Ну, я поехал там в одно министерство, и заходит один человек, ну, здоровается, со мной здоровается, говорит: вы меня не узнаете? Я говорю: нет, я такой-то. Я его вспоминаю. Это тоже был там один из членов бандподполья. Когда их окружили, там 3 были уничтожены, а эти 2 взяты в плен. Он отбыл свой срок. Мы начали с ним работать. Он подписал досудебное соглашение. Он раскаялся в своем действии. Мы его адаптировали. И сейчас уже 3 года живет мирной жизнью. И благодарен. Он совершенно другой. И по внешнему виду, и потому что он понял. И никогда не скажет, что у него в голове мысли, что он завтра может там переметнуться обратно. Они благодарны. Хотя, как вы говорите, все может быть в жизни. На Кавказе родственные узы, ну, священные. Родственники могут на них влиять как-то? Но здесь, знаете, вот когда мы говорим родственные связи, они священные, это не относится именно к тем, кто становится на преступный путь.
ну, не могут все родственники потакать преступнику, да? Это, Конечно, да. Отбросы общества, они были, есть и будут везде. Вот сейчас мы буквально на днях собирали родственников, где и один, и второй, и третий публично встали и осуждают. Один говорит, вообще, если он придет, я его сам там своей рукой там убью, да, вот как бы. Второй говорит, я готов его вытащить, там, помочь, там, ну, вы помогите мне, мы сейчас над детьми тоже работаем. Когда говорят, там, надо публично заставить отца и мать, заставить там отречься от своего сына. Да? Нельзя, мы не должны это так делать. А религиозных проповедников удается контролировать? Ну, здесь нельзя так говорить, контролировать. Вопрос не в контроле над ними. И, я бы сказал, даже более жестко, если проповедника религиозно надо контролировать, то он не религиозный проповедник. Это случайный человек в проповедях, так будем говорить, да? Случайный человек, который там что-то прочитал и решил там стать проповедником. Если сегодня мы выйдем идеолога, который, прикрывая ширмой там, проповедника, там, кого-то куда-то тянет, ну, здесь же оно же не осталось бы бесследно. И над этим работают тоже спецслужбы. И арестовывать, и привлекать к ответственности. Вы ведь совсем недавно предложили оснастить мечети видеокамерами. Все мечети так под видеокамерами. Да? Они внутри стоят, они везде стоят, чтобы территорию вокруг обезопасить, в том числе на случай угрозы различных посягательств на мечеть, на прихожан мечети. Я имел в виду, что те камеры, которые стоят там, пускай проповеди имамов, они архивируют на месяц. То есть месячный архив, если надо органам правопорядка, если где-то что-то есть подозрение, они могут спокойно эту информацию взять, посмотреть и дать ответ. Какую проповедь прочитал имам, и является эта проповедь основой там, того, что молодой человек куда-то там убежал. Священнослужители сегодня, они осознают ответственность свою перед молодыми людьми. Они должны быть на стороне правды, на стороне религии, на стороне слова Корана, если мы говорим про мусульман, а если говорим про православных, на стороне слова там, Библии. А сегодня спецслужбы очень загружены работой по предотвращению проявлений радикального религиозного учения. Ну, я бы не сказал, там вот именно очень загружено именно по предотвращению радикального религиозного экстремизма, но скажу по-другому. Если мы лет 5 назад, 4 года назад, в том числе и спецслужбы, занимались вот просто поиском, ликвидацией или задержанием членов бандподполья, то сегодня 80% у оперативного штаба, в том числе Управление Федеральной службы безопасности, МВД, уходит, и органы власти уходят на профилактику. Выявлять очаги, работать над ними, предотвращать. Сегодня между Ингушетией, Осетией, Чечней границ ведь нет. А как вы отслеживаете перемещение бандподполья? Бесспорно, любое перемещение, там, если есть какая-то информация, не только там, членов бандподполья или наркоторговцев, любых преступников, оно отслеживается. Какие остались еще не добитые или там, не арестованные, не задержанные, еще члены бандподполья, идеологи и так далее. По ним же работа ежедневно идет там круглосуточно. Жители к этому относятся с пониманием? Жители бесспорно относятся к этому пониманием, и не то, что я больше скажу, и поддерживают эти начинания. И сегодня где-то 80%, не побоюсь этого слова, проводимых, в том числе мероприятий, они проходят в том числе при наличии информации от жителей, от местных жителей, в том числе от общества, и при тесной поддержке, в том числе, общества в этом направлении. И здесь вопрос-то не только в том, чтобы провести спецоперацию. Мы всегда стараемся, понятно, что когда проходит спецоперация, и пуля куда-то летит, не туда, куда ты хотел бы, да, и рикошет бывает, и БТР, если там применять там тяжелую технику, где-то может там не в те ворота заехать. Ну, все бывает. В полубоя тот же житель говорит, ничего страшного. Ворота сломали, мы починим, не волнуйтесь. Главное, чтобы бандитов уничтожили. Вот это хорошая поддержка, вот это хорошее понимание деятельности, действий спецслужб. Вы закончили Академию Генштаба. Вам это как-то помогает управлять республикой?
Ну, любая учеба помогает, Академия Генерального штаба тем более. Конечно, помогает. Помогает, почему? Потому что военная академия Генерального штаба учит не только там, военным предметам, вообще учит определенному процессу управления. Процесс управления, он, что в колхозе, что в армии, ну, одинаково, только со своей спецификой. Поэтому, бесспорно, наверное, многие вещи у меня хорошо получаются, то, что у меня есть вот это образование. Планы и управление, да, военный опыт, понятно, время, опять же, сейчас непростое. А у вас есть рецепт? А как победить в борьбе идеологии? Ну, знаете, вот, когда вопрос задали Владимиру Путину, да, какое там, что может сегодня противопоставить чуждой идеологии, был ответом патриотизм, да, чувство патриотизма. И через патриотическое чувство, да, мы же не буквально там после развала Советского Союза очень много упустили. Вообще не то, что упустили, а ничего не придумали, никакой модели не придумали для молодежи, в том числе, для подрастающего поколения. И поэтому я сейчас уверен и поддерживаю полностью в этом плане Владимира Путина, что именно чувство патриотизма. И сегодня, что бы мы хотели, и что мы сегодня предлагаем, именно гордость за свою страну, за свою республику, за свой народ. Если вы посмотрите по республике, мы буквально за 5 лет подняли широкий пласт нашей истории, народа Ингушетии. Широкий пласт. Мы сделали мемориал памяти славы великолепный. Мы на Пискаревском кладбище, на Мамаевом кургане, в Брестской крепости, на Курской дуге, то есть порядка в 20 регионах России, где проходили самые крупные сражения Великой Отечественной войны, установили мемориальные плиты, целые скверы. Там, ну, то есть вот подняли это все. И огромное количество молодежи совершенно по-другому уже знает свою историю, своего народа историю. А как вам кажется, а вот ту чудовищную трагедию удалось преодолеть? Это какая-то... Ну, с депортацией. Знаете... Ингуши же помнят. Да. Во-первых, это и депортация, это и, так можно говорить, и геноцид по отношению не только к нашему народу, к целому. И себе в голову ложить, и молодежи, и подрастающим поколениям ложить в голову, что виноват не какой-то народ, а система, политическая система, режим. Например, в нашем случае это сталинский режим, который просто придумал вот такую там игру, не только с ингушами, я говорю, как 13-титульных народов, и не только 13-титульных народов, а еще более 2,5 миллионов русских людей, которых там в ГУЛАГах, в лагерях там просто за различные проступки. И здесь легче в этом направлении убеждать. Или даже убеждать не приходится, понимание есть. А ингуши как-то откликаются на сюжеты, которые сейчас стали появляться, ну, там, в Центральной России, связанные, так сказать, ну, с пересмотром отношений, например, к сталинскому режиму. Да, вот в Волгограде предложили назвать аэропорт Сталинградом. Но Какое-то есть свое отношение к этому? Для меня это не все равно. Сталин и его окружение, вообще сталинский режим, явились причиной того, что наш народ обозвали предателем, в том числе не только наш народ, а наш народ, он так же, как и другие народы, героический, со своим героическим прошлым, со своей историей богатой, выслали в Сибирь, и 13 лет вот той несправедливости, последующим тоже, пока не реабилитировали, да и сегодня это ощущается в плане, не в плане там ущемления, а в плане того, что все-таки мы сами внутри это себя ощущаем. Конечно, поэтому для меня это одна причина. И вторая причина, вот сегодня, когда говорят, что Сталин победитель, это совсем не так. Если бы Сталин в 1937 году, в эти годы, не расстрелял бы половину военачальников известных, я не думаю, что Гитлер напал бы. И он их расстреливал только то, что они были ему конкурентами в каком-то направлении. И они вытащили многих из тюрьмы, которые, ну, это уже было потом. Конечно. Это было уже потом, когда уже там почти полстраны потеряли. Поэтому и в этом случае я не сторонник того, чтобы Сталина там боготворили и Сталина возносили. Он не победитель, он наоборот сделал все, чтобы нашу страну, там, чтобы Гитлер дошел до Москвы, чтобы мы потеряли такое большое количество людей,
И что мы войну выиграли только через 4 таких изнурительных года. Тяжелых года. Поэтому, ну опять же, повторюсь, и Волгоград, который хочет называться Сталинградом, и другие имеют право на это их суверенное право, пожалуйста, пускай это. Но это наша общая страна. Это наша общая страна, ну что поделаешь, ну если так хотят, почему нет, пускай делают, что хотят. Для меня это, я бы этого не делал, но раз делают, пускай делают, я же не могу запрещать. А я хотела бы вернуться к истории Югославии, да, ну, бросок на Приштину. Но вот к какому моменту, когда генерал получил звонок с требованием этих русских разбомбить. И он произнес ставшую исторической фразой, да, я не хочу быть ответственным за начало Третьей мировой войны. Действительно, тогда была вероятность того, что если они начнут силовую операцию против вас, начнется Третья мировая. Наши уже вышли на аэропорт. Да, была команда ему своими силами вытеснить и освободить. Вот эта история. Она прописана в ежегодном послании Пентагона Конгрессу США. Вот это вот я сам читал эти слова, где вот этот диалог идет. Вот это слова, когда Кларк командует британскому генералу, а тот говорит, я не собираюсь из-за ваших амбиций развязывать Третью мировую войну. Вот такого расклада. Я просто хочу напомнить, может быть, тем, кто подзабыл, уже времени много прошло. Вас ведь было 200 человек. С самой колонны, самим батальоном не 200, а 300 человек вышли к объекту, в данный момент там к аэропорту Слатина. Его захватили и в дальнейшем обеспечили уже выход туда главных сил. Наша задача именно и была в том, чтобы взять под контроль и обеспечить выход именно колонны, да, вот. Да. Да. Мы свою задачу выполнили, колонна пришла, мы передали, а дальше уже была работа уже. Я фамилию не буду называть, не надо, всем да. известно, все равно понимание есть, откуда может пойти враг. И понимание есть, что в любое время может быть штурм, да? И здесь вопрос не в понимании того, что могут штурмовать там вот так называемые незаконные вооруженные формирования, которые там было пруд-пруди. И понимание было того, что могли бы регулярные силы пойти же блока НАТО. В этом случае для командира было сложно понимать, да, что если пойдет штурм, как он будет этому всему противостоять. Но мы были готовы к тому, что такой сценарий возможен? В этих случаях, вот в этой ситуации, мы, военные, не думают в масштабах страны или государства, или там стратегического направления. Они просто знают свой сектор. Может, то, что вот эти 300 человек, они там космили где бы, но задачу выполнили бы, да, и с рубежа не отступили бы. Там, они бы воевали. И вот эта решительность, все понимали даже при той слабой такой инфраструктуры, там, будем говорить, там, при таком моральном подавлении, там, еще чего-то. Ну, вооруженные силы представляли все равно серьезную опасность, и в том числе из-за наличия ядерного там содержащего. И офицеры блока НАТО, генералы понимали это все прекрасно. Но самое главное была решительность. И та решительность, с какой пришли туда, эта колонна, и захватили стратегическое направление, они понимали, что это не просто так. И понимали, что за пазухой есть еще что-то, что может быть применено. Поэтому я думаю, что если бы была жесткая задача поставлена военно-политическим руководством США, то они постарались бы его выполнить. И ее такой жесткой задачи все-таки не было. И все обошлось на уровне вот этих потягушек, там, одного 4-звездного генерала с другим 3-звездным, и нежеланием того связываться с русскими десантниками. Вот и все. Можно сейчас сделать какое-то предположение, вот какого рода, в дальнейшей политической судьбе Югославии, или того, что от нее осталось? Бросок на Приштину сыграл какую-то роль? Если да, то какую? Я не могу там сейчас вот эту политическую составляющую оценивать, какую роль там могли бы сыграть. А с точки зрения военного? Вот с точки зрения военного и здравомыслящего человека. С точки зрения военного, потом в последующем узнал, да, что планировалось. То есть планировалось захватить аэропорт,
планировалось высадить посадочным способом несколько дивизий, там что воздушно-десантных, парашютным способом высадить несколько полков там в Косовом поле. Планировалось это. Если бы это было бы сделано, я не думаю, что начались бы бомбежки в Югославии, началась бы вообще вот сама ситуация вот такая. Я не думаю, что НАТО сунулось бы туда. Если бы это было бы. Ну, к сожалению, этого, или там, не знаю, чему там, но этого не случилось, не произошло, поэтому получилось, как получилось. Можно ли говорить о том, что эффект от деятельности той самой, да, группы ГРУ, которую вы возглавляли, геополитический эффект от вашей работы сохраняется до сих пор? Нет, не скажу, конечно, что она сохраняется. В тот момент это имел не сама работа группы, почему? Потому что группа она не была известной, работа не была известной. А вот само движение колонны, сам приход той колонны, вот это имело вот в тот момент такую очень сильную эйфорию, такую моральную поддержку для жителей там, и Косово, и Югославии в целом. И вот это было вот такой надеждой, что вот пришли русские, все, теперь все. Теперь нас никто не тронет. Вот это было, но хуже потом, само разочарование, что все-таки не выполнили задачу. Я и хотела спросить, вам жаль, что... Дело не в том, что мне жаль, дело не в этом. Я же не могу оценивать действия военно-политического руководства страны нашей, да? Ведь я думаю, что там была тема и связана и с Абхазией, и с Южной Осетией, ну, интересы и Приднестровье. Наши интересы, в том числе, это же геополитика все-таки. Я думаю, что это тоже могло иметь место быть. Тем более тогда, или в последующем прессе проходило, что американцы сдали там Южную Осетию, там Абхазию за счет Косово, там, помните, да, какие-то разговоры. Могло и это быть, но вопрос не в этом. Вопрос стоит в другом, что мне не это жалко, мне жалко то, что знаете, мы позволили закрепиться на Балканах именно блоку НАТО. И посмотрим, вот это, ну, как будем говорить так, зараза не в плане, там, зараза как блок НАТО, да, это зараза как расширение блока НАТО, она дальше пошла и уже вплотную в наши границы. Если бы тогда жестко это все пресекли бы, просто жестко пресекли бы, возможно, сегодня и Прибалтика, и другие страны не были бы членами блока НАТО. Возможно, не было бы той ситуации, которая сейчас с нашими братьями на Украине случилась. Вы же, наверное, как мало кто, наверное, можете сейчас проводить эти аналогии. Действительно, на Кавказе была попытка реализовать балканский сценарий. Да, вы упомянули Абхазию, Осетию. Как вам кажется, за счет чего не получилось? Ну, я не думаю, что это балканский сценарий там хотели делать. Кавказ, он всегда привлекал внимание не сегодня, не вчера, не позавчера, но всегда привлекал внимание. Если мы помним и Османская империя, и хромой Тамерлан, там, и в последующем Антанта, в последующем еще что-то, тот же Гитлер, бакинская нефть, тогда выход на Иран. Там. Я думаю, что здесь было свое направление, свой сценарий. Потому что, да, могло бы быть по Грузии, могло бы быть в Армении, могло бы быть в Азербайджане, так как это были уже суверенные государства. Но что взять там Северный Кавказ, этого не могло быть по Балканскому сценарию. Почему? Потому что понимание того, что все-таки есть Россия, и есть кому противостоять любой агрессии, навряд ли здесь было такое. Россия есть, но попытки поссорить всех со всеми? Нет, здесь больше не по балканскому сценарию, а здесь больше, да, рассорить, внутри все это развалить, но уж то, что не вмешивается, как на Балканах, там, регулярными вооруженными силами, то, что заслали эмиссаров, то, что заслали там международных террористов, то, что это, да, это оно присутствовало, оно имело место быть, но уж то, что не применение регулярных вооруженных сил против на этом направлении, навряд ли это у них присутствовало. Но вы считаете, что Россия как фактор в данном случае сыграла свою роль, и это то, что не позволило? Ну, вполне допускаю, что деятельность на Кавказе в том числе была и отвлечением вообще внимания военно-политического руководства страны от других стратегических, более важных направлений
на который нацелилась даже Америка, да, или блок НАТО, даже при Балтике, те же события, так мы говорим, на Балканах. Почему? Потому что когда вот такая проблема появляется здесь, ну, и меньше там тогда и в кабинетах какие-то переговоры, если козырные карты у кого-то в руках, там, да, вот мы можем договориться, мы давайте вот здесь сделаем так. Наверное, и это тоже имело место быть. Ну, это уже надо вопросы выше. Мы можем только предполагать. Но эксперты предостерегают, да, или напоминают о том, что возможный сценарий, когда Запад может настоять на введении миротворческого контингента ООН в Южную Осетию и Абхазию, и вот тогда Северный Кавказ может превратиться в Косово. Ну, это если военно-политическое руководство страны бесхребетное, конечно, они могут вести кого угодно и что угодно. Тогда, если это так будет, то им не надо никого там даже водить. Они просто флаг Америки водрузят там над Абхазией, Южной Осетией, на этом все закончится. Но сейчас это не так. И никто им этого не позволит, они это прекрасно понимают. И те эксперты, которые это говорят, они просто так говорят, скорее всего, для того, чтобы что-то сказать. Сегодня это практически невозможно. Да, понятно, есть какая-то определенная там политические силы, есть определенный там НКО, определенный подрывного характера, информационного там или психологического воздействия на население. Ну что ж напрямую мешать, даже в случае, если мы говорим на юго-востоке Украины. Не то, что там уже на нашей территории или там признанных нами территориях. Возьмите Сирию. Если мы сумели и показали, что у нас есть с Сирией договоренность, если нас военно-политическое руководство Сирии попросит, мы туда применим все, что у нас есть, потому что все, что надо, и применяем сейчас. Потому что то, что мы у себя под носом, мы что, позволим американцам или кому угодно что-то делать, конечно, не позволим. Это не пройдет. Сегодня это не пройдет. Хорошо, сама опасность Северного Кавказа как региона, она сохраняется или можно расслабиться? Нет, расслабляться ни в коем случае. Я же говорил, что это не сегодня, это во все времена так было. Много вещей, на котором это можно и порох поджигать. Попытки различных эмиссаров под различными там предлогами там провести тренинги, обучающие семинары, забрать людей, обучить там в Соединенных Штатах Америки и прислать их сюда. Ну, понятно, мы же все понимаем, но то, что они оттуда приезжают сюда не с любовью к нам, да, а с любовью там, к тому, кто их обучал. Это вот именно, вот здесь надо искать. Это не ярко выраженная сиюминутная угроза, но это она долговременная угроза, которая как зараза, как болезнь заразная, там, где эти люди появляются, они могут заражать других. За деньги, бесспорно, не бесплатно все делается. Такие формы есть. Есть формы подкупа, есть формы, в том числе работы с населением, различные, потому что социологические там, или другие исследования, как выражаются. Различные там, используя такие площадки, как Красный Крест, потому что руководство Красного Креста этого хочет, потому что используют эти площадки, и Красного Креста, и международных правозащитных организаций. Возьмите даже вот эта акция, когда через Европейский суд отсуживаются там довольно серьезные деньги в пользу так называемых пострадавших. Большинство надуманные дела, но они в пользу тех или иных. Почему? Потому что за этими делами стоят различные, в том числе НКО, которые создали те же американцы или за деньги американцев. Поэтому это тоже форма есть такого разложения, или попыток разложения изнутри. Ну, и с этим мы работаем, противодействуем этому направлению. Вы много говорите, мы работаем, да, я все время пытаюсь на детали. Как удается удерживать мир в Ингушетии, ну и вообще поддерживать статус-кво на Кавказе? Ну, скажу так, да, я много говорю, что мы работаем. Почему? Потому что мы работаем. Да. Да, это раз. Во-вторых, не только Ингушетию, посмотрите, Кавказ буквально даже 4 года назад. Вот посмотрите все сводки, там, да, информацию, там, информацию тоже там, идеологию. Посмотрите, что было 3-4 года назад, что сегодня. Когда люди видят, что власть поворачивается лицом, власти интересно обеспеченность населения, власти интересно помочь людям, власти интересно, чтобы не было преступником, и власть хочет сделать так, чтобы регион процветал, и тогда общество идет навстречу власти. А как вам кажется, за что они сегодня любят большую родину?
за то, что она есть, за то, что есть Москва, столица, есть Владимир Владимирович Путин. Это может казаться таким политическим заявлением, но я вам скажу, вот самый простой пример. В горном селении, ну, заехал, там, разговаривать, там, ну, пообедать захотелось, ну, там, пригласили, пойдем. И бабка мне передает: передайте, пожалуйста, Владимиру Владимировичу, скажите, что я его люблю, варенье передает мне. Ну, вот, да, ей кажется, что я вот каждую секунду могу там зайти к Владимиру Владимировичу и передать ему варенье, да. Но вот и она не одна же, эта бабка. Казалось бы, в горном селе, в ауле, в Ингушетии бабка где и Владимир Владимирович Путин где, да? Вот именно вот то, что люди, каждый знает, кто такой президент, кто такой председатель, что такое руководство страны знает. Они для них что? Да, вот Они для них надежда. на что? Они надежда на стабильность. У них есть чем сравнить, что было вчера, что сегодня. Поэтому, конечно, это огромная надежда на то, что завтра, послезавтра с каждым днем становится лучше. А надежда по-ингушски как звучит? Я могу сказать, как звучит никто, кроме нас. А как звучит никто, кроме нас? Ваймардац. Еще раз, если можно. Ваймардац. Это не просто слова. Не будете кормить свою армию, свой флот, там, надо будет говорить чужую армию. Если вы не будете любить своего руководителя, государства, не будете там уважать свой герб, свой флаг, знаете, это же в последующем сказывается и в семье, и везде. Самое главное, когда есть за что уважать.